вы делали, если вам дали 1 миллион рублей? Вот поэтому такие суммы получают ребята, которые знают, как распорядиться такими деньгами. Яша Никольский – один из победителей самого масштабного всероссийского конкурса среди школьников «Большая перемена». Кстати, Яша уже знаком с зрителем «Горы новостей», правда, в другом качестве. Почему в наше время не так популярен русский рок? У каждого поколения своя музыка. Яша Никольский. А меня зовут Владимир Шахрин, это все для «Горы новостей». Помимо авторской музыки и журналистики, Яша серьезно интересуется благоустройством родной Уфы. У него есть крутой проект, который стал лучшим сразу в 2 номинациях «Твори и создавай будущее». Всего в итоговых испытаниях участвовали 1200 учеников и лишь 13 из Башкортостана. Победный приз очень вдохновляющий – 1 миллион рублей и плюс 5 баллов к ЕГЭ при поступлении. Знакомьтесь, это Яша. Яша выиграл 1 миллион рублей. Яш, на что будешь тратить? Я собираюсь потратить этот миллион на образование в МГУ филологии. Ну, например, если пересчитать это на курсы филологии, то это 2,5 года. В принципе, уже очень неплохо. Ты суперфиналист всероссийского конкурса «Большая перемена». Ты выиграл 1 миллион рублей на создание проекта «Зеленый квадрат». Грант выпущен не для проекта, как раз таки для образования самих участников. Но то, что такой проект в принципе существует, почему бы его не продвигать? Экоэтнопарк «Зеленый квадрат». А что это за место будет, «Зеленый квадрат»? Это такая организация, которая будет создана на базе лесопарка имени Лесовода в Башкирии. Предполагает собой некоторое такое креативное пространство, в котором можно будет проводить события, давать площадку малоизвестным артистам. Что ты можешь посоветовать ребятам, которые будут участвовать в следующем году в «Большой перемене»? Какие-то советы? Или браться за большую часть именно работы. Это будет устремленность на результат в баллах, поэтому это вам очень поможет. И, можно сказать, бороться за лидерство чаще всего бесполезно, потому что именно лидеры чаще всего страдают, так как спорят между собой. Это мешает их общей работе. Расскажи про финал конкурса. В первую очередь, чем он интересен, то что он проходил на базе Международного детского центра «Артек». Это тот самый лагерь, который имеет огроменную историю, еще с Советского Союза известен он на всю страну как лагерь номер 1. Красивая природа, море. Это же Крым как-никак. НЖ Снегирева. Яша Никольский. Специально для «Горы новостей».